Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре среда, 12 июля. Сегодня в Чебоксарском районе в питомнике «Ивушка» пройдет ягодный фестиваль. Добраться на вкусный праздник можно будет на специальных автобусах. Они будут отправляться каждый час с 10:30 до 15:30 от остановок «Универмаг Шупашкар», привокзальный и торговый центр «Питер». На всех точках будут работать волонтеры, помогать формировать группы для отправки. Если вы решите воспользоваться общественным транспортом, из Новочебоксарска идет автобус номер 157. Из Чебоксар можно будет добраться на маршрутах 107 и 113. Гостей праздника ждут свежие ягоды, яркие мастер-классы, деловые дискуссии и фудкорт. На фестивале раскроют секреты выращивания новых сортов ягод. Здесь же можно будет приобрести и рассаду. В республике участились ДТП с самокатами, в которых есть пострадавшие. Издание по правилам приводит к серьезным последствиям. Только за один день врачи оказали экстренную медпомощь 3 пострадавшим от падения. 2 пациента получили сотрясение мозга, 1 вывихнул плечо. Причем быстрая езда опасна не только для самого водителя, но и для пешеходов. Так 12-летнюю девочку на тротуаре сбил самокат, в результате чего она получила серьезные травмы. Такие ДТП происходят чуть ли не ежедневно. Поэтому, пользуясь средствами индивидуальной мобильности, помните о своей и чужой безопасности. Жители республики выбрали название первому фермерскому агромаркету. Голосование проходило в 2 тура на портале «Народный контроль» и в соцсетях регионального Минсельхоза. Свое мнение высказали более 1000 респондентов. Больше половины из них проголосовали за название «Пехеть», что чувашского языка переводится как «изобилие, достаток, богатство». По словам главы региона Олега Николаева, это направление важно брендировать, чтобы чувашскую продукцию узнали далеко за пределами региона. К слову, первый фермерский агромаркет с ресторанным двориком и местами для презентации и продажи товаров местных сельхозпроизводителей откроется в Чебоксарах до конца года. В Чувашском драматическом театре сегодня представят премьеру. Спектакль по пьесе Леонида Андреева «Жизнь человека», поставленный на грант главы Чувашии. Для коллектива, да и для режиссера театра Василия Иванова это своего рода эксперимент. Ведь в жанре фантастического реализма приходится работать нечасто. Мифические существа или предвестники судьбы не пропускают ни одно важное событие, связанное с человеческой жизнью. Рождение – самый трепетный момент. Ворчливые старушки гадают, суждено ли младенцу увидеть этот свет. А в это время родные выбирают имя малышу. Он и есть главный герой спектакля. Кстати, на протяжении всей пьесы зритель так и не узнает, как его зовут. Он просто человек – это некий обобщенный образ. Единственный, кто, несмотря на все жизненные перипетии рядом с человеком – жена. Здесь авторы обращаются к библейским мотивам про Адама и Еву. Вообще вся постановка пронизана символизмом. Произведение написано на русском языке, на чувашский его перевела заслуженный работник культуры Чувашии, писатель Ольга Тургай. Хоть она и была написана в 1905 году еще, да, давно, казалось бы, но она актуальна, она суперактуальна и сегодня, потому как пьеса не вневременная. Мы и пытаемся ее именно показать с точки зрения сегодняшнего человека современного. Сегодня Православная Церковь отмечает День первоверховных апостолов Петра и Павла. Во всех храмах отслужит литургию, посвященную ученикам Христа. Этому празднику предшествовал Петровский пост. Поэтому сегодня самое время позвать к себе родных и друзей или сходить в гости. А также не забудьте поздравить с именинами всех тех, кто носит эти имена. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».